С началом сезона цитрусовых на государственной абхазо-российской границе появилась проблема оперативного прохождения грузов. По этой причине здесь в последнее время наблюдалось скопление грузоперевозчиков. Правила перевозки сельхозпродукции частными лицами через государственную границу действуют не первый год. Однако, как говорят перевозчики, с такой ситуацией они столкнулись впервые. Хаос полнейший, непонятно, куда ехать, что делать. Вот. Ну, конечно, я думаю, все проблемы только впереди, потому что мы еще даже не заехали на границу, только здесь. Я первый раз, отец мой не первый, он уже 10 лет перевозит. А раньше с такими проблемами сталкивались? Ну, каждый год почти. Как минимум 12 часов на таможне всегда проводил он. Сутки тоже бывало. Но в этом году, похоже, все рекорды побьются. Да уже здесь все сделано с абхазской стороны. Только там очередь большая, там пробка, и поэтому... А здесь все еще вчера было сделано. На абхазо-российскую границу мы ехали с намерением снять весь процесс перевозки грузов из Абхазии в Россию. Но российские пограничные службы не позволили это сделать. И нам оставалось только ждать результата встречи представителей руководства Абхазии с сотрудниками российских пограничной и таможенной служб. А пока мы пообщались с людьми. 3 дня стоят, 4 дня стоят, смотря как повезет. А так меньше 2 дней здесь никак не пройдешь. С Краснодара приехал к вам сюда мандарин грузить. 2 тонны загрузить, чтобы я здесь 2 суток стоял, да я больше в жизни в вашу Абхазию не приеду. Честно не приеду. Ну а какой смысл, брат? Я уже 5 дней как с дома уехал. Чтобы 2 тонны мандарин загрузить, да я лучше дома буду сидеть. Уже 4-й день стоим в одном мучении, никаких условий, нечего кушать. Тут стоим, ждем, тупо говоря. Уже вот здесь люди уже в бешенстве, не знают, что сделать. С ума сходят. До самого вот российской границы вот такая, и 2-3 дня на российской стороне стоим. Пока вот один раз таможню проходим, у нас 4-5 дней уходит на это все. Ну как можно так мучение? На абхазской таможне никаких проблем на пересечении границы нет. Здесь груз взвешивается и оформляется. Процедура такая. Пустые машины, которые сегодня заезжают на таможенный пост, взвешиваются, определяется вес пустой машины вместе с коробками. Считаем. Ну, потом, когда полный выезжает, у нас есть весовая здесь, где определяется вес, количество коробок. И после взвешивания машины становятся на площадке у нас. Дальнейшее оформление происходит. Ну, сегодня занимаются 3 фирмы, именно на ПСО, которые оформляются 3 фирмы, которые вывозят сегодня мандарины цитрусовые. Ну, не только мандарины, здесь и хурма, и фихо тоже. Ну, процесс подается декларация. После оформления машины по очереди выезжают на российскую таможню. Выезжают они в том случае, когда освобождается там место, и они выезжают. Ну, процесс получается на российские трудоемкие, там службы тоже досматривают, и пограничники, и таможенники. И эти службы, пока этот досмотр идет, занимает время. Поэтому некоторые задержки происходят из-за этого. На российской стороне действуют правила Евразийской экономической комиссии, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В связи с этим гражданин, пересекающий границу, имеет право перевезти до 5 килограммов сельхозпродукции без оформления. Для перевозки груза до 25 килограммов необходимо иметь сертификат карантинной службы. Скапливание этих машин легковых происходит из-за того, что на каждые 25 килограмм они должны выписать сертификат. Если в машине 100 килограмм, естественно, получается 4 сертификата. И 25 килограмм только на одного человека можно. В результате рабочих контактов с представителями российских пограничной и таможенной служб и принятых мер ситуацию за сутки удалось изменить к лучшему, но проблема пока остается. Как нам объяснили наши коллеги, наши друзья, службы, пограничной и таможенной службы российской стороны, у КПП ПСО на российской стороне есть возможность днем и ночью большегрузные машины в количестве 150, то есть рассчитан. Они сегодня умудряются пропускать до 500 машин.
И мы это видим, потому что мы видим, что в сутки практически около 1000 тонн, 900 тонн мандарин проезжает. Это для этого поста, для этого пропускного пункта это сверхнормы считается. И поэтому они еще больше что смогут сделать, но она в таком режиме будет проходить. Беслан Джопо подчеркнул, что представители российских пограничной и таможенной служб пообещали, что помогут, насколько это возможно, в решении вопроса вывоза сельхозпродукции на территорию России. Шазина Ханагу, Михаил Баратухин, Абхазское телевидение.